На первых соревнованиях из-за волнения проиграл первый бой, а второй выиграл, тем самым заняв 3-е место. Там уже было по грэпплингу. Я проиграл в полуфинале из-за травмы, из-за того, что у меня из носа потекла кровь. Соперник ударил меня коленом в нос, его не дисквалифицировали, и он из-за этого занял 1-е место, а я 3-е. Артему 10 лет. Он не стесняется рассказывать о травмах и соревнованиях. Для него это опыт и гордость. В клубе Red Eagles Артем научился держать удар, бороться и делать сальто. Что-то меня сюда магнитит. На первую тренировку пришел, уходить больше не хочется. Замагнитило в это место не только Артема. В Red Eagles ежедневно приходит тренироваться порядка 100 человек. И если в начале основания клуба на тренировки приходили из-за именитых тренеров-спортсменов, то сейчас приходит за атмосферой, той, где в тебе откроют силу. Я начал ходить в спортивный клуб Red Eagles в 2023 году. У меня есть старший брат, призер чемпионата России. Я тоже хотел стать таким же, как брат, выиграть Россию. Вот из-за этого я начал ходить. Чаян Кижик – восходящая звезда тувинского спорта. Серебряный призер первенства России по панкратиону. Бронзовый призер по ушу саньда. Победитель и призер первенств Сибири и множество всероссийских соревнований по различным контактным видам спорта. Зачем я каждый вечер здесь тренируюсь, каждый день этим занимаюсь. Каждый день сюда я прихожу, тренируюсь. Из-за этого, можно сказать, как второй дом. Алдар тренируется в Red Eagles 5-й год. В будущем он планирует стать профессиональным бойцом ММА и выступить в сильнейшей лиге мира – UFC. А помогают ребятам в достижении целей их тренеры. У нас группа бойцов собралась, решили, чтобы наш опыт, наши знания просто не канули в бытие. Решили поделиться для детей своим опытом. И уже с 2016 года начали бесплатно тренировать ребят. И в 2019 году уже основали клуб Red Eagles под эгидой мэрии города Кызыла. Как раз название Red Eagles значит красные орлы, что город Кызыла. Да? И с этого периода мы по сегодняшний день мы бесплатно тренируем детей. Аржан Кыргыз говорит, что спорт помогает справиться с агрессией. Как часто вы видите в детях переизбыток энергии или ярость? Спорт и тренировки – один из способов выплеснуть эмоции. Да, важно вырастить чемпионов, тем более в нашей спортивной республике, но не менее важно воспитать достойных, добрых людей. Детей самое главное надо научить доброте, а доброта она формируется через силу. Слабый человек, по моему взгляду, слабый человек не может быть добрым. А природа человек просто это слабость. А человек сильный, натренированный, он может себе позволить такую роскошь, как доброта. Он может помочь слабому, он может защитить слабого, он может защитить свою родину, свою семью, своих близких, свою страну. Поэтому как раз к доброте, к воспитанности, к культуре приходит через силу, через тренировки, ежедневные, дисциплинированные тренировки, через упорное трудолюбие, можно сказать так. Клуб существует как некоммерческая организация на добровольных началах. Помощь в сборах и соревнованиях оказывают родители детей. Клуб старается не пропускать соревнований, чтобы поддерживать спортивный дух соперничества. А привозить россыпь медалей уже стало доброй традицией. Мне было скучно одному. Я узнал, что мои братья начали ходить вот сюда. Потом я маму попросил, чтобы сюда тоже ходить. И я начал сюда ходить, чтобы тренироваться с братьями и побежать в соревнованиях. Потому что мне нравится ездить на соревнования, и, в принципе, я тут со всеми подружился. Очень хороший спорт. Там смешанные борцы, все есть спорт в этом спорте. Долго бороться можно, все болевые, удушающие можно делать, очень круто. Я хожу сюда полгода. Кем ты хочешь стать? Я хочу стать чемпионом.
Проводя часы за тренировками в зале, бойцы друг для друга стали братьями, а тренеры – отцами. Red Eagles – большая спортивная семья, ряды которой из года в год крепнут и увеличиваются. И больше всего в этой истории вдохновляют дети с их горящими глазами и мечтами стать чемпионами. И в такой поддерживающей атмосфере их мечты вполне могут стать реальностью. Мария Стручкова, Денис Мангуш, 108 канал.